Их именами названы улицы города. Автор Андрос Янис 10 класса 26 школы. Актуальность. Я выбрал тему «Их именами названы улицы города» не зря, так как страницы истории и названий улиц – это неотъемлемая часть истории города, страны, история жизни выдающихся и известных деятелей, революционеров, политиков. Цель – изучить и узнать отдельные страницы истории, названия улиц нашего любимого города Якутска. Как и любой другой человек, я каждый день использую в речи названия улиц и разных других мест. Но я раньше не задумывался о том, как появились эти названия. Почему именно так, а не иначе названы улицы, на которой живу, по которой иду в школу. А ведь стрелецкий сотник Петр Бекетов летом 1632 года с 3 десятками казаков вышел на Лену, чтобы ставить на них остроги. В планах конца 18 века есть отдельные дома с названиями ратуша Пороховой и винные погреба, питейные дома и так далее. Кроме отмеченных официальных строений в городе 474 жилых дома, расположенных произвольно, каждый забором ограды. Исходя из этой названия микротопонимов не могло быть, их еще не было. Время шло, население города росло, строительство медленно подвигалось. На плане Якутска 1800 года есть проходы между домами и участками, про которые можно сказать, что это улицы. Основным принципом номинации якутских улиц следует считать признаки или имена объектов, находящихся вблизи. Отсюда вытекали названия: Монастырская у монастыря, Соборная, ведущая к собору, Богородицкая, которая находилась за логами и вела к церкви. Также названа улица Казарменная, где размещались казармы, Полицейская, где находился окружной суд и полицейская управа, Малая Базарная, ведущая к базару. С учетом рельефа были названы Логовая, Полевая, Набережная, Талоозерная и Башенная в районе улицы Каландрашвили. На ней тогда сохранились развалины древней крепости. После установления советской власти в Якутии и завершения гражданской войны почти все названия городских улиц и переулков оказались переименованными. В советское время улицы города названы именами героев гражданской и мировой войны: Курашова, Байкалова, Попова, Лангинова, Чусовского, Гостелла, Калица, Быковского и другие. Улицы имени Ленина. На Большой улице располагались учебные заведения, такие как городское четырехклассное училище, учительская гимназия, духовная консистория и епархиальное училище. На углу с улицы Казарменной, Орджоникидзе, на месте автостоянки находились строения торговца Гринштейна. На территории Верховного суда был двор местного Тойона, в доме которого потом разместилось Министерство местной промышленности, а позже квартиры горожан. Моя родная 26-я школа находится на прежней Советской улице имени Ярославского. Емельян Михайлович Ярославский. Революционер, деятель коммунистической партии, профессиональный революционер Ленинской школы. Чурочных прежних улиц уже не осталось, но пролегли новые, тоже теперь мои. В 60-х годах асфальт на улицах клали из деревянных чурок, а тротуары из досок. В своем познавательном исследовании об истории происхождения улиц родного города я изучил лишь центральные улицы в своем микрорайоне. Улицы нашего города названы именами выдающихся известных советских деятелей, героев, писателей, военных лидеров, летчиков, политиков и так далее. Хочется, чтобы каждый знал тогда и почему названы улицы чьими именами, гордился их героической жизнью и судьбой, передавал и рассказывал подрастающим поколениям. В ходе работы над проектом изучена история родного города и края, состоялись встречи с ветеранами военных тыла и родителями. Изучил послания путешественников к губернатору, жизни политических ссыльных и их роли в истории города Якутии. Исследовательская деятельность формировала в нас чувство